Некоторые автобусы из 100%, 50% автобусов не готовы у нас. Это у нас отсутствие маячка, желтого маячка. Обязательно должен быть маячок. Обновить надо полностью вот эти таблички, дети. Понимаете? Дополнительно надо ленточки, светоотражающие ленточки всем автобусам. Прежде чем начать проверку транспорта, инспекторы ГИБДД проводят с водителями небольшой инструктаж, как требуется перевозить маленьких пассажиров и зачем вообще нужна такая проверка. Для того, чтобы провести техническое состояние транспортного средства, мы сегодня вас всех собрали здесь. Техническое состояние у всех, можно сказать, есть автобусы, те, которые автобусы техническое состояние нормальный, идеальный, они автобусы, каждый водитель, там акт административные материалы будут составлены в отношении водителей, в отношении должностных лиц, в отношении юридических лиц. Сегодняшнее утро изрядно заставило поволноваться некоторых водителей. Проверка документов состояния автобусов, путевых листов и санитарного состояния общественного транспорта. Инспекторы проверяют все. Первая маршрутка и сразу же фиксирует нарушения. Отсутствие мигалки, наличие которой обязательно, и проблемы с документами. Данного водителя отсутствует путевой лист, который директор второй школы города Карабулак не выдал. Соответственно, сегодня действующее законодательство выехал без путевого листа на линии водитель Аушев Руслан Яхаевич. Тем самым нарушил пункт ПДД и технический регламент Таможенного союза. Без путевого листа вы передвигаетесь. Зоркий глаз сотрудника ГИБДД замечает и нарушения в части технического состояния школьного транспорта. Элементарные средства безопасности при перевозке – это ремни, тахографы, которые обязательно должны быть в автобусах, исправность тормозной системы, внешних световых приборов, износ шин и не только. Транспорт, который выезжает с детьми, должен быть полностью соответствовать действующему законодательству. Он должен быть исправен в первую очередь. Вот в первую очередь у нас выявляется аптечки нету второй, огнетушителя нету, техническое состояние транспортного средства, есть демонтаж. Некоторые детали есть демонтаж, которые подлежат сейчас к устранению. Будем, соответственно, работать с данным водителем, с данной школой. Будут составлены административные материалы по части 1-12.5. А также в отношении должностных юридических лиц по 12.31 выпуск на линии транспортного средства, того, что они выпустили в таком состоянии автобус. Впрочем, примерным водителям эти нюансы объяснять нет необходимости. Мухарбек Хамхоев работает водителем в школе 4-й год подряд и на вопросы проверяющих отвечает уверенно. Ремни безопасности, огнетушители и аптечки – все на месте. Вай пока угазелец проверкавин, вай коос ярмадиан хамдат, но агар хаян хамхал, че таханат атуж устрин дикичи усо, я водитель бушты. Проверку проходят и сами водители автобусов. Каждый из них должен иметь разрешающие отметки категории D и необходимый стаж работы. Алаудин Зейтов водит машину порядка 30 лет и хорошо понимает. От его ответственности зачастую зависит жизни пассажиров, а с детьми эта ответственность увеличивается вдвое. بير ثانية دي تاق أخ خذوا بير واحدة دوغش خلدينا سوتش обязательно школе преподаватель шахна кулито. Проводить такие проверки особенно важно, ведь каждый день из-за неосторожного вождения на дорогах гибнут люди. И если в легковом транспорте цифры жертв одной аварии исчисляются единицами, то в общественном – десятками. В преддверии 1 сентября нам нужно помнить не только о безопасности юных пассажиров автобусных средств, но и, конечно же, о безопасности пешеходов. Грубых нарушений законодательства в сфере организации и безопасности дорожного движения проверка не выявила. У большинства водителей не оказалось путевых листов. Но так как до начала учебного года еще неделя, их еще должны выдать. Если же это не будет сделано в срок, руководителям школ грозит административная ответственность. Шарадат Хулухоева, Магомед Белакиев, Новости 24.